У нас нету и качественных медиа. Давай начнем с того, что у нас, то есть в русскоязычной, да, сфере, да, у нас есть еще качественные медиа, а в таджикоязычных все-таки таджикоязычная пресса у нас хромает. Все оборудование закупить, а потом подавать на лицензию, да? И тебе могут и не дать эту лицензию. Которые дадут, не дадут, это лотерея. Мне нужен охват, они сейчас говорят. Они не говорят о том, что ему нужна вот эта качественная аудитория, которая придет и сделает покупки. А может и не сделает покупки. Они хотят, чтобы рекламу увидели все. Если взять сегодняшнего нашего руководителя, не знаешь, где споткнешься. И поэтому многие, да, зажатые, иногда думают, писать мне про это или не писать, лезть мне в это или не лезть. Хвалить, наверное, лизнуть. Не, лизнуть, это, конечно, бьет по имиджу. Привет! Академия трех медведей представляет очередной эпизод подкаста «Новые медиа». Мы говорим о трендах, успехах и новых проектах. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибота Джибаева и мои гости, мои коллеги. Сегодня у меня в гостях медиаконсультант и главный редактор проекта «Точка зрения» Набий Юсупов. Привет! Здравствуйте. У меня сегодня две темы. Это запуск медиа и менеджмент в медиа. Начнем с первой. Рынок в Таджикистане вообще позволяет открывать новые медиа? Как ты думаешь? Да, сейчас, если говорить о традиционных медиа, да, традиционные, это я имею в виду телевидение, радио, газеты, журналы, им сложнее, им труднее, потому что как бы печатный рынок, он потерял сейчас свою аудиторию, сильно потерял свою аудиторию, на их место сейчас идут вот электронные медиа, да, новые медиа, которые вот благосфера, которые во многом их теснит. Телевидение – это очень дорогое удовольствие. То есть у нас, если ты знаешь, по закону надо сперва все оборудование закупить, а потом подавать на лицензию, да? И тебе могут и не дать эту лицензию. Которые дадут, не дадут, это лотерея. Вот, поэтому сказать, что открыть новые медиа. Ну давай так помельче, у нас же нет столько денег, да, там, да, чтобы запускать да. ТВ там, или радио. Тяжеловато, да. Но если кто-то может, кого-то тянет карман, вот я бы, если у меня были бы определенное количество денег, да, достаточное, я бы все-таки открыл бы газету. Почему? Я бы попытался сделать новую газету, которая бы была востребована. Например? Что значит востребовано? Кем востребовано? У нас все аудитории, в принципе, они смежны. То есть ты понимаешь, да, что ты заходишь, но нет новой аудитории фактически. У нас нету и качественных медиа. Давай начнем с того, что у нас, то есть в русскоязычной, да, сфере, да, у нас есть еще качественные медиа, а в таджикоязычных все-таки таджикоязычная пресса у нас хромает. И можно попробовать хотя бы для той качественной аудитории, которая хочет иметь хорошее качественное таджикское медиа, таджикоязычное медиа, над этим поработать и издавать для них качественное издание. Как ты будешь доставлять им эту газету? Вот все. Почему газеты в первую очередь, да, потерпели такой, можно сказать, крах? Это из-за того, что у них не было службы доставки. Ни у одной газеты нет этой службы доставки. Почта фактически не доставляет газеты. Нет, вот, сейчас, если брать о качественной аудитории, которую я говорю, это городская аудитория. То есть, только Душанбе. Областные центры и несколько районов, которые города, да, крупные города или районные центры, которые могут это потянуть. Да, это будет ограничено, может быть, количество, да, но может потянуть. Но качественное издание, газетного издания у нас, и, скажем так, которое бы работало бы на всю страну, да, у нас все-таки не такие газеты, которые работали бы качественно на всю аудиторию по всей стране. Тоже нет. Так, что значит качественные? Ты мне скажи. Что ты в это вкладываешь? Я вкладываю в то, что сейчас, вот я же говорил, что печатные издания тяжело издаваться, да, у них они потеряли аудиторию. Во-первых, это дорого. Если несколько лет назад, предположим, было так, что человек должен потратить в месяц, и сейчас, наверное, так же, да, 15-16 рублей, чтобы купить нужное количество газет, чтобы почитать, но за 15-16 рублей в неделю, да,
вы получите достаточное количество мегабайтов, которые можете зайти в интернете посмотреть. По телефону это занимает намного меньше, меньше тратите, но получаете больше, правильно? Конечно. Но вместе с этим вот эта аудитория, она стала терять в качестве. Именно в качестве они подсели на какие-то, большинство населения, да, подсели на какие-то маленькие короткие сообщения. Причем эти маленькие короткие сообщения, может быть и вранье, да, может быть неграмотное вранье, то есть оно неграмотное в плане, да, написания, да. То есть мы знаем, что многие у нас любят писать короткие сообщения, причем эти сообщения безгласных, да, кадам-хардам. Вот. И люди привыкают к этому. То есть я сам в одно время вдруг понял, что я стал привыкать к тому, что хочу коротко писать. Но из этого вот это, мой собственный интеллектуальный уровень понижается. То есть понижается, естественно, и у других. И поэтому я бы хотел для вот такой качественной аудитории что-то издать, сделать достаточно это доступным. Да? То есть если они получают, тратят свои эти 15 рублей в месяц, в неделю, чтобы они за эти, или в неделю, или в месяц, да, они получили бы хороший контент, который бы не пожалели. Так. А у нас в стране сейчас, если ты видишь, из-за того, что сейчас тяжело оправдать газеты, многие журналисты или уходят из профессии, или переходят в какие-то госслужбы, да, может быть, уезжают из страны, в пресс-службу уходят. И получается, что вот сейчас оголенные в редакциях сидят 1-2 человека, которые делают весь контент, или ждут, что кто-то принесет какую-то статью, на этом можно подзаработать, да, не за это заплатить там 100-200 сомони, ну и главный редактор рад, да, что... Слушай, ну хорошо, а твои деньги закончились, твоя качественная аудитория способна платить, ну, максимум 60 сомони в месяц, и она небольшая. А что дальше? Как бизнес, как ты его будешь развивать? И сколько, вот, например, эта качественная аудитория может быть? 10 тысяч, 15, 20 тысяч? Когда делаешь качественную аудиторию, всегда подтягивается качественная аудитория, да, и к этой качественной аудитории всегда подтягивается качественная реклама. То есть люди, которые хотят за это заплатить. Они хотят доступ получить к этой качественной аудитории. Не просто так, а бы кому. Да, у нас вот, ну не хочу называть какие-то конкретные издания или ТВ, когда им говоришь, а кто ваша аудитория? Они говорят, все. А кто все? Конкретно. Я вот сейчас хочу, там, предположим, реклама памперсов, да? А все? Кому все? У тебя какой тираж? Он говорит, 3000. Все. Какая часть из них покупает именно купит мои памперсы? Ну, условно, памперсы, да, не знаю, сотовую связь, интернет или все такое. Кто? Вот это качество. Он не видит эту аудиторию. Слушай, ты идеально в рекламодателя рисуешь. Потому что, по сути, они точно так же. Для кого Вот правильно. ваш продукт? Для всех. Мне нужен охват, они сейчас говорят. Они не говорят о том, что ему нужна вот эта качественная аудитория, которая придет и сделает покупки. А может и не сделает покупки. Они хотят, чтобы рекламу увидели все. Я понимаю. Всегда так было, что хотят увидеть все. Но когда работаешь на качественную аудиторию, появляется эта качественная аудитория, и под эту качественную аудиторию появляется хороший рекламодатель. Что, по-твоему, качественная аудитория? Какая она? Ну, нарисуй мне хотя бы один портрет из твоей качественной аудитории. Кто он? Ну, у всех своя аудитория, да, я говорить буду о своей, да, о той аудитории, которую бы я хотел... Ты которую считаешь качественной. Да, не которую я хотел бы иметь я, да, для своего СМИ, который я когда-то формировал для газеты «Азия Плюс». То есть когда я пришел, стал редактором, аудитория уже была. Нельзя сказать, что плохая или она хорошая, да, но она уже была. И предыдущие редакторы на это поработали. Они поработали, действительно хорошо поработали. И когда приходишь как бы на работу на место, в принципе легче. В принципе легче. Да, был какой-то критический период для Азия Плюс в тот момент, да, но нельзя сказать, что я пришел на пустое место. И мне нужно было, чтобы если я хотел проявить себя, я должен был увеличить, да, аудиторию, улучшить контент и увеличить аудиторию. То есть это бы в свою очередь принесло бы какие-то дивиденды. Я работал над этим. Когда я пришел, я сразу объявил, я сказал, у меня будет 10 тысяч
читателей. Да, вот тираж поднимется. Некоторые посмеялись, некоторые... Я, честно говоря, я потом пожалел, что я ляпнул. Но когда через примерно 7-8 месяцев у нас реально было 10 тысяч, я подумал, что, оказывается, можно. Тогда еще все говорили, не может быть, что в русскоязычном вот этом рынке, да, что газета выше 5000 может быть. Я работал, и вот тогда я и задумался о качественной аудитории. Качественно это я и тогдашняя наша команда, мы работали на то, чтобы мы делали хорошую газету для интеллектуального читателя. То есть он должен быть думающий, да. Он должен быть со своей позицией. У нас уже была спортивная газета, да, в стране. У нас есть куча развлекательных, медицинских газет, да. Куча, много их. Было тогда медицинских, сейчас их нет, похоже. Да, ну я тогда говорю. Нужна была газета, которая бы качественно выделялась и давала бы людям тот продукт, который они хотят. Это потому на то время вроде все давали в какой-то необходимый объем, да. Вот 16 страниц, там 2-3 страницы вроде бы для интеллектуального читателя, а дальше как получится. Так и было. Азия Плюс изначально, да, то есть предыдущие до меня редакторы, они задали уже какой-то тренд. Надо было под него равняться, надо было делать все именно так. И вот эту качественную аудиторию я должен был просто как-то объединить, да, улучшить и сделать за счет них хороший тираж. А тираж это дает в свою очередь деньги. Так и получилось. То есть мы сперва сделали тираж, потом потянулся рекламодатель, деньги пошли, мы увеличили ширину, да, то есть было 20 газет, потом 32 страницы, потом, я не помню, 40 страниц было, потом 48, да, мы до 60 с чем-то дотянули, но дело в том, что это были уже убытки, они никак не покрывались, даже с рекламой, поэтому нам пришлось сократить до 48 страниц, чтобы хоть было пополам, да, и убытки, и прибытки были в каком-то нормальный баланс был. Вот, и тогда мы делали так, что престижно было покупать газету «Азия Плюс». Была максимально возможная информация дана. Да? То есть мы за неделю, да, это была часть информации, которую мы брали из агентства. И это очень большая была помощь, да, что агентство дает много информации, которую мы могли заложить в газету. Кроме этого, информации, которую мы могли раскрутить до статьи, да, до интервью, до каких-то репортажей, это дополнительно нам давался информационный повод для создания другого контента. Кроме этого, мы с расширением, мы подумали, да, вот мы разделим на сектора. Первый сектор это будут у нас мужчины, пускай это будут все грамотные люди, да, сильные, подкованные, интеллектуально развитые, работающие в каких-то руководящих постах или на хорошей работе, да, в международной организации, не знаю, в МПО, в посольствах. Вот мы для них сделали. А давайте подумаем, что мы можем дать для других. Тоже есть люди попроще, их не нужна для них высшая математика, им просто математику подавать. Это была социалка, да. В социалке те же мусорки, школьное образование, медицина, которой тоже не хватало. Мы сделали сектор Б, в который начали закладывать вот эту часть. А потом увидели, что мы можем давать и спорт, когда у нас был тогда вот, тоже хороший состав подобрался для спортивной журналистики, да. Это вот этот Шамсидин Насреддинов, если ты помнишь, этот Караев, Сайфеддин Караев, да, Даврон, ты знаешь, этот Гуфронов, который пару лет назад умер. Вот, они получилось так, что они смогли сделать хороший спортивный контент. И я, когда делал развлекательную часть, я думал, ну дам 1-2 страницы по спорту. Они до 6 иногда давали. И это, я видел, что мы, когда проводили свои опросы, кстати, мы проводили тогда свои опросы, мы нанимали людей, просто приплачивали, говорят, вот одна анкета рубль, грубо говоря, да, я не помню, сколько стоит. Сделайте нам столько-то анкет. Вот вам вопросы, пойдите, опросите, почему берут нашу газету. Сектор А берут, Б берут, С берут, что им надо. Или вот тогда у нас увидели, что не нужна, оказывается, программа, да, телепрограмма как таковая, она изжила себя. Мы убрали телепрограмму, зато это
отдали под что-то другое, под медицину, что ли, что там о здоровье или о косметике, я не помню. Мы под что-то другое отдавали. Но это все шло не просто так. Это было все хорошо в свое время. Да, вот но сейчас, как это можно все сейчас? Вот теперь, опять-таки, зайди на любой сайт, да, то есть не на любой сайт, зайди в интернет. Там обо всем, да, ну конкретно, чтобы я хотел именно основное что-то получать, надо все-таки выбирать, да, выцеживать. Поэтому я и говорю, если сейчас брать качественную аудиторию, я буду пытаться создавать качественную аудиторию для своего СМИ. То есть она будет моя, то опять-таки вот будем делать, если мы сейчас вот открыли точка зрения, да, предполагает аналитику, да, мы не лезем куда-то слишком глубоко, и мы видим, что аудитория не готова, чтобы лезть глубоко, но мы хотим для них давать качественный материал, качественный контент, чтобы эти люди потребляли со временем, да, их слишком много не может быть, потому что это узкопрофильное направление, ее слишком много не будет, но все равно будем пытаться формировать своего читателя, качественного читателя. Ты сейчас говоришь о нишевых медиа, да. То есть фактически это твое, это получается нишевое медиа, да, узкопрофильное, там аналитика туда не пойдет, такой читатель там из развлечениями и так далее, да, широкая масса не пойдет. Что выгоднее? Брать нишевое все-таки или масс-маркет, в котором пытаются сейчас, например, даже те новостные порталы, которые были прям вот новостными, и которые думали, что вот их читатель, это вот как ты описывал, качественного читателя, там, работающие в международных организациях, они все равно пошли в масс-маркет. Так ты думаешь, все-таки в чем выгоднее работать? Остаться в нишевых или пойти в масс-маркет? Я же говорю, каждый выбирает свое, но масс-маркет, да, он действительно по сегодняшним меркам это лучше. То есть, если мы хотим заработать, плане денег, да. По плане заработка, это лучше. Сегодня мы на этом заработаем. Сегодня мы можем на это пережить, да, или перейти какое-то время. Но со временем они все равно будут выцеживать свою аудиторию, то есть отделять и делать какой-то свой определенный контент. Раз мы заговорили о деньгах, а можно вообще медиа заработать хорошие деньги? Я не говорю большие. Хорошие просто деньги. Если бы об этом говорили лет 6-7 назад, я бы сказал, хорошие еще возможно. Да, они большие, не супер большие, но хорошие можно было. Тогда, даже может быть 8 лет назад, да, тогда было как-то больше свободы, и кроме того, что вот было больше свободы, люди... То есть не люди, вот журналисты и руководители журналистов, да, они и не боялись, и давали больше контента. Они старались влезть во все сферы. Понимаешь, здесь и в экономику где-то что-то взять отсюда, что-то, когда они событийно ориентировались на события, ориентировались на своего читателя, да, и лезли во все стороны. Сейчас, если взять сегодняшнего нашего руководителя, не знаешь, где споткнешься. И поэтому многие, да, зажатые, иногда думают, писать мне про это или не писать, лезть мне в это или не лезть. То есть ты думаешь, не знаешь, откуда прилетит. Заработать деньги только в том случае, если ты будешь подавать острый контент. Не то, что острый, а в том, что ты не боишься. В том, что не боишься. Это тоже эксперимент же. Вот эти темы, они экспериментируют на этих темах. Они учатся на подаче, да? Они учатся на своих вот этих сотрудниках, которые... То есть мы же отделяем, этот может писать или делать, да? А этот не может. У этого хорошо интервью получается, а у этого репортажи. Это разные вообще категории. Интервью, говорим, самое легкое, сел, задал вопрос и получил ответ. Нет. Есть люди, которые не могут это задать и не могут получить. Точнее, они могут составить вопрос, а потом не могут еще дальше продолжить разговор. Его надо задать и участвовать, слышать своего, да, и вот менять, может быть, по ходу тему разговора, да. Здесь надо, он тупо даст ему вот эти вопросы, тот ответил и записали. То есть ты думаешь, что невозможно сейчас заработать никаких денег в медиа? Всегда можно заработать, если есть желание, есть возможности, есть как-то вот команда, которая хочет это сделать. То есть все начинается с руководителя. Все начинается с руководителя. Если руководитель может, хочет и ведет к этому, можно на этом заработать. Может быть, сегодняшним меркам это очень маленькие деньги. Действительно, я вот вижу вот наши СМИ, некоторые, я вообще не знаю, за счет чего они выживают. Реально не знаю, ничего выживать. Потому что у нас все, получается, и так было
за деньги. Ну, раньше хоть зарабатывали, чтобы это можно было покрыть. А сегодняшние деньги они не зарабатывают. То есть зарабатывают какие-то гроши. Я тебе говорю же, вот, сидят, одну статью в неделю сделают, а остальные ждут, что кто-то придет, даст какую-то там свою жалобу или что-то там, пиар на себя. Ну, реально такое. Да, и чтобы подзаработать на вот этом, на мелочах, да. Это не бизнес, понимаешь? Это не правильно поставленная работа, потому что это лотерея. А когда это поставлено как работа, как бизнес, да, то есть ты определенно знаешь, что вот надо делать сегодня 70% своих материалов, а 30% мы знаем, что 30% кто-то придет, кто-то что-то принесет, и из того, что принесут, я что-то выберу. Я не буду давать все подряд. У меня есть возможность выбрать что-то качественное, хорошее, то, что близко и мне, и моему читателю. У нас есть вообще медиа, где сидят вообще не журналисты? Да, есть немножко. Немножко есть? Немножко не будем есть. Перечислять? Конечно, нет, я не хочу не то, что никого обижать, но это... Вот именно бизнесмен, чтобы он был. Вот он не был журналистом. И совсем не был из журналистики. Вот ты то, что понимаешь есть, разницу, да? Да, я понял тебя. То, что есть, это влияет на СМИ негативно. Что именно? Вот те, что вот не журналистские, как бы скажем, руководители, да, не из среды журналистов, они плохо влияют на развитие СМИ. То есть? Мне всегда казалось как раз-таки наоборот. Ты думаешь, что если это во главе издания не журналист, если это владелец не журналист, то медиа можно похоронить? Нет, я имею в виду то, что есть. То, что сейчас есть. Да, то, что есть. А были примеры, когда были люди со стороны, которые пришли в журналистику, да, имея какой-то капитал или какое-то желание даже, тогда были и больше возможностей, да, они входили в рынок и делали очень хорошие, качественные СМИ. То есть здесь были и возможности руководителя, то есть мецената, как сказать его, инвестора, да? Инвестор, да. Его личные возможности и его личное желание, чтобы это было хорошим, качественным. Он отслеживает это, он смотрит, ему хочется гордиться своим СМИ. О том, что я говорю, это люди, которые хотят заработать на СМИ сами для себя, но не смотрят, чтобы это СМИ было качественным, то есть не следят и не пытаются, чтобы оно было каким-то качественным, чтобы оно как-то продвигало профессию, да, привлекало нового. То есть вот мы с тобой, когда сколько работаем, да, мы всегда следили, чтобы к нам тянулись и новые сотрудники, хорошие сотрудники, не просто с улицы, да, а очень хорошие сотрудники. И к нам тянулись студенты, которые бы на наших примерах, да, хотели бы войти в профессию не просто так, для диплома, а войти в профессию, чтобы работать в этой профессии. И я помню свое время, когда я работал, мы устраивались с Маратом Мамачевым, мы несколько встреч устраивали. Я помимо Марата еще с другими это устраивал, да, встречи. Но мы приходили в вузы, я предлагал преподавателям вузов, чтобы давайте, говорю, я могу выступить, или хотите, я приведу любого журналиста, который сейчас в тренде, а тогда были в тренде, да, то вышел репортаж, хороший, да, репортаж Оли Тутубалиной, да, о чем-нибудь. Все, можно пригласить Олю Тутубалину. Вышел какой-то интересный материал с каким-то другим журналистом, пускай это будет таджикоязычный, да, то есть мы все русскоязычные СМИ, может таджикоязычный, или какой-то радиоведущий, или тележурналист, который интересен, да, нашему. И тогда студенты вроде какие-то другие, они хотели, они знали журналистов. А сейчас что с журналистами, со студентами и с журналистами вообще? На рынке нет практически кадров. Я сейчас не могу сказать, но я был в прошлом году в Славянском университете в одной аудитории. Интересные вопросы задают. Очень интересные вопросы задают, да. То есть видно, что молодежь у нас не дурная. Она хочет знать, может знать. Но я не могу сказать, что эта молодежь пойдет в профессию. А тогда, когда вот мы приходили с Маратом, да, тогда же из этой аудитории вышли Далер Гуфронов, предположим, да, который создал журнал «Элита». Катя Кожевникова, которая у нас
и занималась отдельными вкладышами, и которая делала у нас обзор по экономике, которая потом ушла в «Газпром» и уехала из страны. Да? Ну, Катя была, то есть она была студенткой, когда пришла к нам. Лиля Гайсина, она тоже была студентка, пришла на какие-то наши семинары. То есть люди, которые хотели попасть в журналистику, имели желание и возможности. Потом преподаватели какие-то другие, вот Ульфат, я помню, она была тоже как фанаткой, может быть, Ульфат Мамашоева, да? Угу. Она часто нас сама приглашала на какие-то круглые столы, говорит, ребята, говорит, вы просто придите, этим студентам надо вас видеть. Надо вас видеть, вас знать, да, то есть мы заставляем их читать, но они прочитали ваши как авторов, да, но они должны еще увидеть вас живую. Нави, ты сейчас рассказываешь такие вещи, которым, 100 лет в обед. Я в прошлом году, это в прошлом и позапрошлом, один раз в ТНУ был и один раз в РТСУ. Разницу почувствовал между студентами теми и нынешними? Разницу, я говорю, молодежь умная, грамотная, но тогдашние, они тянулись к журналистике. Сегодня я пока не вижу. Что их тянуло? Романтизм? Не, я не скажу, что романтизм их тянул. Они поступали, может быть, осознанно на журфак. Сейчас, может быть, больше ради диплома, а тогда они, может быть, уже поступали осознанно, хотели быть журналистами. Или, может быть, у них интерес к журналистике появился в процессе, я не знаю. А в ТНУ, кстати, лучше, чем в РТСУ. Ребята осведомлены о таджикских медиа. Потому что, я думаю, все-таки у нас таджикских журналистов много, которые ходят в вузы, больше общаются. Таджикоязычные, да? Да, таджикоязычные журналисты. И преподавать ходят, и пообщаться ходят, и с преподавателями, и со студентами больше общаются. Но, тем не менее, ты говорил о том, что нету вот качественной таджикоязычной прессы. Не прессы, только медиа. Это деньги. То есть просто нет денег. Хорошо. А почему не идут инвесторы? Сказал, что... Как ты думаешь? Почему вот бизнесу наконец-то не стать вкладывать в развитие медиа, независимого медиа? Сложный вопрос. Я не могу сказать за бизнесменов, да. Но в целом думаю, что они тоже ориентируются на рынок. Они видят, что без медиа им лучше. Может быть, им и проще, и тише, да, то есть деньги любят тишину, говорят же. Может, им проще, тише, лучше быть подальше от медиа, не спонсируя, но хотя... Не обязательно светиться, не обязательно показывать что-то. Здравствуйте, это мое медиа. Не обязательно совсем такое. Не, я не говорю, что их медиа, в плане... Может, мы не можем просто убеждать инвесторов. Нужно, во всяком случае, как минимум написать бизнес-план. Бизнесмену прийти и сказать, вот мой бизнес-план, вот через 2-3 года ты, например, начнешь получать прибыль какую-то. Вообще медиа через сколько окупается, как на твой взгляд? Вот мой личный опыт, да, сколько вот я отслеживал новые медиа, да, это и сегодня, и в прошлом, да, все медиа, которые в будущем, да, будут знамениты, им надо выжить первый год. И первый этот год, если они выжили, прошли через этот год, да, и с каким результатом они закончили этот год, то в последующем они не будут хуже вот этого результата. Они могут быть лучше или вот на вот этом же уровне, но не хуже. Так, ты про деньги сейчас? Ты сейчас про деньги? Я и про говоришь? деньги, про авторитет, да, и про контент. То есть, если за год, за один год, неважно, он бизнесмен был или журналист был, да, как он вошел в рынок, если он смог удержаться на этом рынке, он смог что-то заработать, да, или там, я не знаю, пускай на проектах будет, на каких-то проектах. Этот год прошел у него, да, и он, в принципе, вышел не в минусе, то он как минимум дальше будет идти также не в минусе. То есть он только может увеличить, я скажу по своему опыту. Невозможно в первый год выйти не в минусе. Если только ты там не набрал кучу еще проектов грантовых, да? Неважно. То есть не зависит от этого. Я сейчас не говорю о грантах или да. От источников, да? Я говорю, лет 8 назад рынок был более устойчивый и более гибкий, да. Если бы ты 8 лет назад вот открылась бы, ты бы зарабатывала. Без грантов, без этого, да, ты чтобы что-то зарабатывал, что-то вело бы тебя вперед. По сегодняшним меркам, да, без грантов даже, может быть, и не получится. Это очень тяжело по сегодняшним меркам.
чего-то в этом рынке добиться. Войти вообще на рынок без гранта невозможно, если честно. Ну, Откровенно это может говоря, быть грант, просто. это может быть личные инвестиции. Там Ну, не да. важно, да. Я сейчас не говорю, кто с чем входит. Естественно, любой бы, кто бы ни вошел, он должен что-то за душой иметь, чтобы хоть как-то протянуть, Продержаться, да. продержаться. Он рассчитывает, что он должен продержаться на полгода или год, там, кто как рассчитывает, да. Что он это время хочет потянуть, а потом уже видно будет, как у него получается. Вот и поэтому, кто первый год закончил, он продержался, если он смог. Если не сможет дальше, он на первом же годе и закрывается, уходит с рынка. Такие примеры были в последнее время? Я вот что-то не припомню. Какие примеры? Которые вот не протянули год и просто съехали на нет. А у нас что, сейчас много открывается медиа? Ну вот я тебе скажу, за последние пару лет открылось достаточное количество. Ну, по крайней мере, Медиа? что-то. Медиа, да, медиапроектов. Твой, там, мой, там, Лемушки наши соседи открылись. Но это немного. Немного. Если взять по тем же вот десятилетней давности, да? Там каждый месяц открывались? Нет, там в год, сейчас, может быть, в месяц 100 сайтов открывается. Но не факт, что эти сайты кто-то вообще узнает. Я когда регистрировался, на вот этот день моей регистрации, я не помню, было 18-19. Вот день, который... Домены. Да, когда домены подали на домены, 19. В этот день только. Я про другие дни не знаю. А я говорю о том, что было 10-12 лет назад. Входили в рынок газеты, хотя рынок газеты вроде бы уже тогда затухал, но появлялись, заходили и как-то выживали. Даже вот тогдашние ведущие газеты, да, «Фараж», «Милад», «Зиндаги», «Пайом», да, «Пайгом», то есть «Пайгом». Что там еще было? Вот, в общем, эти все газеты, которые входили, в принципе, они все выжили. «Фараж» он есть, «Самак» он есть. Никох был, кстати, тогда. Никох вообще очень хорошо Ну, а поднялся. ты из перечисленных остался только «Фараж» и «Милад». Все, кто остался? Не, я тогда говорю, они несколько лет они работали нормально. Да. Хорошо работали. Это потом, говорю, когда... я говорю, рынок тогда тянул сам, без грантов. Понимаешь? Слушай, ты консультируешь Да. и консультировал медиа-менеджеров. Ну, как их громко сказано, медиа-менеджеров. У нас обычно это главные редактора в одном Неважно, лице. это все медиа-менеджеры. Да, Какие бы они были. у нас это журналисты. Какие 3 основные ошибки они допускают, на твой взгляд, в медиа? И какие бы ты хотел избежать? Ты теперь тоже главный редактор. Да. Во-первых, большинство из них не задумываются о аудитории. Да? То есть, я же тебе говорил, на кого ты пишешь? На всех. Да? Тут очень все зрители, все читатели, они никогда не исследуют свою аудиторию. Они никогда не работают на определенную аудиторию. А работать на всех, это значит не работать ни на кого. То есть, да, мы можем когда-то потом, в будущем, да, когда разрастемся до 60 страниц, да, мы можем отдать это и под что-то другое, да, под развлекуху какую-то, и под досуг, да, и под социальные проблемы отдельно, под безопасность отдельно, под экономику отдельно, уже делим. Но изначально все как-то вот войдя, они не исследуют. Были у меня вот еще тогда, да, 10 лет назад, когда люди входили в газетный рынок, я говорю, ребята, тот предыдущий газетный рынок уже его нету. Сейчас уже пошли 10-12 года, это уже не тот рынок. Во-первых, интернет все больше захватывает, тиражи падают, вы влезаете, не влезайте наобум. Надо изучать аудиторию. Хорошо. Кого вы хотите, аудитория. как вы хотите. То есть не изучение аудитории. Еще 2 главные ошибки, которые ты бы не хотел допустить. Деньги. Да, то есть средства, то есть расчеты, не деньги, скажем, расчеты. Бизнес-план, да? Такой? Да, пускай будет минимальный бизнес-план. Но расчеты какие должны быть. Опять-таки тогда еще можно было зайти на рынок 3000 долларов, но ты знаешь, что эти 3000 долларов ты максимум отобьешь за 2 месяца. За 2 месяца можно отбить, то есть ты знаешь, через 2 месяца опять 3000 есть, и ты еще 2 месяца можешь протянуть. За 2 месяца опять еще 3000 есть, и ты все время вот так это аккумулируешь эти деньги. Может быть, это уже не 3000, 3500, да, но ты их
аккумулируешь эти деньги, да, то есть получается какой-то, пускай по $100-200 в месяц, да, какие-то лишние деньги появляются, которые можно откладывать. Ты вернул свои деньги, еще 120, помимо всего на печать, на зарплату, на налоги, все заплатил, и у тебя $100-200, которые можешь откладывать на дальнейшее. Сейчас этого нету. Во-первых, не заработаешь на традиционных СМИ, трудно заработать, не то, что не заработаешь, очень трудно заработать на традиционных СМИ. А на электронных? А на электронных так много, когда в день появляется сайтов. Ну, они же могут быть и визитками, там масса всего, там, не знаю, для компаний, для сайта визитки. Может быть, да, но все равно вот эти у нас важный кусок хлеба отнимают соцсети, очень огромные. Ну, туда однозначно. Блоги. Это огромно. То есть ты зашел в электронные СМИ. Ты уже конкурируешь не между собой, там, Да. не я с тобой конкурирую, а мы с тобой конкурируем там за платформы и с платформами, и с людьми, которые создают свой собственный контент. На самом деле таких платформ, как у меня с тобой, да, их немного, да. Возьми, вот сейчас даже взять эти традиционные СМИ, которые есть, которые мы знаем, да, наверху, на поверхности, которые плавают, им максимум 30 штук, да. Убейся там 30 штук. Вот 30 штук у нас электронных платформ, да, сильных, не сильных, а вот известных. Не скажем, что кто-то сильный, кто-то... Я 10 не насчитаю, ну ладно. Да, ну, я имею в виду, ты сейчас про русскоязычных не говори. Я вообще Не, я имею в общем, я даже таджикоязычные не насчитаю столько. Да, ну, известных я говорю. Тут 30, ты прям с таким запасом их взял. Ну ладно, Да. хорошо, пусть будет 30. Вот они если, кроме этих, вот этих известных, ты должна конкурировать целой соцсетью. А в соцсети Что миллион таджиков в Фейсбуке. там миллион информации, и различной информации, и в различных форматах. Хорошо, а третья ошибка? Так, По деньгам мы сказали, по аудитории мы сказали, а третья какая ошибка? Допустим. команда, то есть человеческий ресурс, да? Ага. То есть тоже надо рассчитывать. Вот сейчас в данный момент, если брать о том, что я, да, вот портал свой открыл, я в принципе знал, что аналитика, да, это сложный жанр. И, естественно, для сложного жанра сложно найти авторов, да, хороших авторов. Сложно найти. Я знал, что они где-то есть, но большинство они уже задействованы у кого-то. И отдельно не выцыганишь, да. То есть надо вот этого или формировать, или как-то сотрудничать параллельно. С этим надо параллельно сотрудничать. Вот и все. Поэтому важно иметь, если даже не готовых, да, важно какую-то тоже закладывать, как сказать, идею, что ты кого-то потом или найдешь, или сформируешь, или воспитаешь из числа студентов. То есть без кадров, без команды ты просто ничего не сделаешь. Да. Слушай, а как ты думаешь, платить, то есть держать много людей выгоднее, да, и платить им чуть меньше, либо нескольких, но платить им хорошо? Вот ты сторонник какой? У нас несовершенная налоговая система в сфере СМИ вообще. Поэтому, с одной стороны, чем больше, тем было бы лучше, да? То есть это хороший СМИ, оно не делается одним человеком. Ну, понятно. Различный контент, то есть здесь, опять-таки, да, кто-то снимает, кто-то пишет, кто-то фотографирует, кто-то монтирует, кто-то на звуки сидит, все такое. Ёлки-палки, сейчас все так делают, один человек делает. Но когда это разбито, это лучше. Это всегда лучше. Когда каждый занимается своим делом. Меньше не значит, что мы вытянем это. Да, в начальный период меньше лучше. Потому что и тратишь меньше денег, да, потому что у тебя же небольшие доходы пока. И тратишь меньше, и как-то вот команда ближе себя понимает, лучше понимает, с ними сформированным костяком какой-то вперед идешь. Но в последующем, когда разрастаешься, да, до каких-то нормальных размеров, то лучше уже пускай будет. Вообще я вот, как всегда, старался, чтобы у меня в затылок каждому кто-то дышал. Конкуренция такая, внутренняя конкуренция. Она и конкуренция, и не дает расслабляться. Люди, которые хотят... Я вижу, что люди просто сами из-за этого какой-то азарт появляется. Он хочет всегда быть лучше. Он хочет лучше, качественно. Я всегда говорил, бежишь тогда, когда видишь, что за тобой бегут. Да. Если никто не бежит... Или пинают тебя под зад.
Ну, если все ползут, что бежать-то? Я тоже ползти буду. Мы в прошлый раз с Маратом говорили о том, что в Таджикистане стало сложно работать. И он сказал одну такую интересную мысль, она касается только исключительно независимых изданий. Да? То есть, если не можете критиковать, то хотя бы не хвалите. Ты как медиа-менеджер согласился бы на такое? Я же говорю, сейчас у наших СМИ сложное состояние, поэтому я их судить сейчас не могу. А ты лично бы? Если лично обо мне, да. Но я бы старался бы, очень бы старался, чтобы не хвалить. Но, а вообще, если уже у тебя сформированная хорошая СМИ, да, ты под такие хвальбу можешь выделить какую-то страничку или там время, я не знаю. Можно и нужно. Я считаю. А ты думаешь, что нужно хвалить? Да, хвалить, понимать понятие, да, тоже разное. Хвалить, лизнуть ты имеешь в виду, или хвалить пиар? Ну подожди, нет, давай пиар это все-таки я расцениваю как коммерческие. Коммерческие заказы, ну это, само собой разумеющееся. А хвалить, ну, наверное, лизнуть. Не, лизнуть это, конечно, бьет по имиджу. Если мы делаем качественную аудиторию, собираем качественные СМИ делаем, то это, я думаю, что это Марат прав. 100%. Хотя бы не хвалиться. А если мы говорим о том, что заработать, да, на чем-то, то есть на том же пиаре, да, мы иногда видим, что клиент преувеличивает, да, с аудиторией, предположим. Елки, это не самое страшное, что может случиться. Да, и там это занимает мизерную часть твоего времени или твоего, скажем, страницы, или как сказать. Ты соглашаешься? Да, это... А как же сделка с совестью? Ведь это не только политических моментов касается, но и коммерческих тоже. Если ты это прописала в своей редакционной политике, да, что ты вот не будешь этим заниматься, и вот здесь тогда и ты говорить можешь о сделке с совестью. А если изначально твой коллектив или ты сам принял то, что ты вот так должен, мне выживать надо. Мне выживать. Поэтому малая горькая пилюля, да, которая поможет мне содержать тот же коллектив, Ты не идешь, сделка совести, я понимаю, если мы хвалили бы Гитлера, да? Слушай, да. Да, хорошо. А здесь в данном случае... Нет, ну ладно, давай, допустим, с коммерческими, да, там, в принципе, ты не попробовал их, например, какой-то продукт, ну, ты его похвалил, ну, с натяжкой можно сказать, что это сделка с совестью. 90% мы не пробуем. Я эти памперсы, предположим, реклама памперсов, я же с них там не ходил, откуда я знаю, сухие или не сухие. А насчет... Я к примеру говорю, да. Политических заказов. Политические заказы? Что ты имеешь в виду? Ну, одно время просто пачками поступали какие-то материалы от неизвестных авторов, которым предлагалось опубликовать разным медиа. Причем ты понимал, что там не хвальба была даже, там просто было оскорбление оппонентам. Ну, это сделка с совестью. Да, вот и шли вот я тебе говорю, большинство-то изданий. Здесь именно сделка с совестью. Да, это надо максимально стремиться избегать этого, но я думаю, что вот те издания, которые пошли на это, у них все-таки была какая-то веская причина не отказывать. Просто так бы никто бы не пошел. По крайней мере, я верю в наших руководителей СМИ. Самый плохой бы, да, руководитель СМИ и журналистов, я имею в виду журналистов. Я все-таки у нас хорошие журналисты. У нас действительно честные журналисты. По крайней мере, они стараются быть честными, да, и откровенными. Но если они пошли на это, я не скажу, что они пошли и это сознать. Ну, в смысле, они очень хотели это дать и не понимали, что это нельзя давать. Значит, у них были веские причины. Чтобы не отказывать. Да. У них были какие-то причины, что они не могли отказать. Слушай, а как ты думаешь, творческую и рекламную часть, да, нужно отделять? То есть вот у тебя есть журналист, который пишет коммерческие тексты, и есть журналист, который пишет редакционные, да, тексты. Вот они могут сосуществовать вместе или в одном лице? Очень редко. Вот просто есть, смотри, какие модели. Например, Alta-Press, они предпочитают, чтобы и редакция, и коммерческий отдел, который занимается пиар-материалами, они сидели вместе. То есть фактически они пересекались. Тот и тот мог подготовить и коммерческий материал, и редакционный. А есть «Медуза», которая предпочла рассадить
два таких коллектива, вообще в разные страны даже. Но редакция сидит в Риге, а коммерческая структура, которая пишет коммерческие материалы, и там продажники и так далее, они все сидят в Москве. Какой вариант, на твой взгляд, самый оптимальный? Я не говорю, что он правильный. Оптимальный для Таджикистана. Вот на своем опыте я все-таки в свое время пришел к выводу, что надо делить. Да, есть определенные люди, журналисты или пиарщики, которые не в напряг и делать хорошие качественные журналистские материалы, и при этом они любят и могут делать хороший качественный пиар. Качественный пиар. И они креативные в этом. У них хороший креатив. Это же Лиля Гайсина. Это единственный человек, который может делать хорошо. Это... Я, по крайней мере, сейчас просто уже не знаю других. Катя Кожевникова, они был хороший тандем у них, да. Катя, они могли что-то придумать, они Катя... веселые были, они прям кипели, горели, они могли это сделать. Да, и мне это нравилось, что они могут. При этом и Катя, и Лиля, они очень сильные, очень сильные журналисты. Они при том, что они проявили себя как сильные журналисты с самого начала. Но ты даже не поделил коммерческий отдел с редакционным. То есть Катя и Лиля писали коммерческие тексты. Нет, они писали очень редко. Коммерческие. Да, каждый день они писали. Они писали все-таки очень редко. Но если что-то было, они старались сделать это очень качественно. А вообще коммерческий отдел, на мой взгляд, нужно делить. Коммерческий это... То есть они желательно, вот я всегда видел, что желательно, чтобы они общались. Пускай это разные кабинеты, но они друг друга знают, они близко общаются, тесно общаются, они дружат. Это все-таки коллектив. Да, вот я видел, что это хорошо для коллектива. Но табачок врозь, да, как говорится. Этот занимается коммерцией, да, то есть приносит клиентов, все такое. При этом вот этот посередине сидит менеджер, да, вот Шараф Бабахан, которому я посадил посередине, он как бы не давал путать. Да, то есть здесь редактор сидит, который не дает путать, а здесь сидит Шараф Бабахан, который тоже не путает. И они, кстати, хорошо с редакторами контактируют. Да? Это приходит к редактору, говорит, есть вот так-то, я туда хочу, можно, не можно? Этот говорит, да, можно или нельзя, или в каком объеме можно, или в вариациях каких-то можно. И вот это хороший тандем, понимаешь, когда дружно сосуществует. Как конфликт интересов избежать? Ты понимаешь, бывают такие случаи, когда редакция, например, я хочу бомбить того клиента. Так. Клиент еще не созрел, по сути. Точнее, я хочу бомбить эту компанию, а коммерческий отдел рассматривает ее уже как потенциального клиента. Он еще, в принципе, не дозрел, но он уже готов приступить к диалогу, да? То есть заказать какой-то пиар, какой-то проект купить и так далее. Редакция в этот момент уже как бы начинает бомбить его. Ну все, клиент сорвался. Но тут смотреть надо на значимость, да, вот этой проблемы. Если клиент действительно... У меня был, кстати, с той же Лилией этот был материал. Я узнал, что Лилия выехала в командировку. Мне пришли, говорят, надо Лилии заплатить сколько-то там. Она вот там застряла, и ее надо вывозить. Я говорю, кто послал ее? Он говорит, вот, редактор послал. Я звоню Лиле. Я говорю, Лилия, в чем дело? Она... говорит, слушайте, говорит, я, конечно, могу пиар сделать, мы, то есть не знаем, о чем речь, да, но здесь этот человек не прав, говорит, 100% не прав, он вот так. Я говорю, тогда этому человеку говоришь, сколько он затратил, говорю, там, он говорит, дорога, и там гостиница, все, пускай посчитает, мы эти деньги вернем, я обязался, что мы вернем эти деньги, а ты делай материал по совести, то есть... Там человек... Я даже помню эту историю. Да, ну, если ты помнишь, да, то нужно было выбирать, да, и мы выбрали, если человек столько людей обидел, зачем бы ему ради его денег, да, не нужны нам его деньги. Хорошо, а тогда с деньгами просто проблем не было, ты мог себе позволить оплатить и расходы на Лилину поездку, и отказаться от клиента, который он платил хорошо ведь тогда, обещал заплатить хорошо. Да. Здесь, а сейчас? Да, если брать сегодняшнюю ситуацию, надо в первую очередь смотреть опять-таки на проблему. Если проблема, этот человек делает, я же говорю, вот ты говоришь, сделка с совестью. Если это незначительно, да, там преувеличение, это одно. А если это будет какое-то гадство действительно, ну,
надо все-таки отказываться. А если твой постоянный рекламодатель сделал гадство? Какой бы ни был, если он тянет тебя на то, чтобы ты потеряешь свое лицо, твое СМИ потеряет лицо, ты что, из-за этого подпишешься на то, чтобы быть хуже? А подписываются? Ну, есть, да, подписываются. К сожалению, подписываются. Может быть, по незнанию, может быть, он солидарен с этим человеком, но... Ты очень сильно идеализируешь по незнанию журналистов. Нет, есть, не знаешь... Или они мучаются, да, совестью потом? Не, я вот сейчас в некоторых ситуациях видел, что главный редактор был не в курсе. Угу. Потому что наускивают обычно рядовых, да? А давай я тебе приплачу, ты сделай вот это. И поверни это вот так-то в мою сторону. Ага. На это идет, это может быть и не... В принципе, мы же не знаем тоже, мы верим своему журналисту, мы думаем, что это так. Но это редко, это не часто, но очень редко. Но бывает это, да. И срабатывает. Да. Но это человеческий фактор, да. Бывает такое, ну только сказать, что поголовно, что наши журналисты все злодеи, что мы хотим вот все то плохое освещать, и это в хорошем свете, это же нет такого же. Вот ты как медиа-менеджер, как считаешь, журналисты твои, там, например, сотрудники, они должны владеть всеми инструментами сейчас? Например, там, я не знаю, он, по крайней мере, должен немного хотя бы знать, что, как снимать видео, делать фотографии, писать тексты, таймлайны, опросы, инфографику и много чего еще. Или ты думаешь, что не обязательно все это уметь делать? Я думаю, стремиться к этому можно, но заставлять того, кто не может, не может. Научиться, господи, а что ж ты? Стремиться, да, пытаться заставлять человека. То есть не тоже заставлять, он не прийти к нему не может. Он хороший. Я же говорил, вот у меня один человек, я специально держал человека, который делал интервью. У него все остальное получалось плохо, но интервью идеальное. И что мне теперь застрелять из-за того, что он не может снимать или делать фотографии? Но мне иногда кажется, что нужно все-таки отказываться. Я такой сторонник, да, вот если он не тянется дальше, через какое-то время он становится балластом, по сути. И я спокойно прощаюсь. Я считаю, что нужно уметь прощаться с такими людьми. Но, к сожалению, не все медиа-менеджеры разделяют эту точку зрения. Нет, я говорю, стремиться к этому мы можем. Человек может потянуть какие-то 2-3 направления. Хорошо, молодой журналист. Хорошо снимать. Молодые они не ладно, сейчас, старика там переобучить. Они на автомате сейчас, молодые идут, ребенку, да, маленькому, 2-3 года, дашь телефон, я что не разбираюсь, он тебе покажет. Я удивляюсь, как он быстро это находит, учится. То же самое молодые, они как губка, они всегда быстро схватывают и быстро могут это понять. Всегда с молодыми легче. Другое дело, что их надо воспитывать, а это время. Пускай будет это 2-3 месяца, год пускай будет. Но если ты видишь, что это перспективный человек, надо на него вкладываться. А ты готов вкладываться в новых, молодых? Конечно, надо всегда. К этому стремиться, говорю, всегда надо. И если человек может, да, кстати, у нас были и не молодые, которые приходили и видели, что команда, если делает в каком-то формате, а он не формат, и он стремился. Он стремился и делал. И в моем случае, когда я это видел, это был, вот как говорится, старый конь борозды не портит, да? Точно не портил. Человек перестраивался, сам себе надавил на горло, переделывался, перестраивался и осваивал то, что он до этого никогда не знал и не мог. Все же зависит от возможностей и желаний человека. Так, молодые, вы сейчас слышали, да? Наби готов работать. Да. Ты серьезно готов с молодыми работать? Да, попробовать? да. На таджикском, на русском нет разницы. Да, мы сейчас вот как раз хотим в эту сторону перенаправить наши как бы силы, да, возможности, чтобы формировать новое поколение людей мыслящих аналитически. То есть это не обязательно, чтобы была аналитика в традиционном понимании, да, слова. Это опять-таки какие-то репортажи с элементами аналитики, интервью с элементами аналитики, вот эти инфографики, да, или какие-то возможности, что мы хотим пробовать. Сейчас пробы, ошибки, да, надо не бояться, надо пробовать. Поэтому мы хотим на вот это немножко склониться, да, попробовать пока. Да, это будет не сегодня, тем более аналитика, говорю, изначально такая тяжелая тема. Но... Да, сложно ты себе формат, конечно, выбрал. Поверь мне, я не хотел.
Она сама пришла. Подкаст создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. Пока. Пока-пока.